Есть разница между тем, какой я педиатр и какая я мама. Хотела устроиться у нас здесь, в Абхазии. Что пошло не так? Ну, как-то мне дали понять, что особо во мне нет необходимости. А есть мальчик, со мной учился, он физиологию с 4-го раза сдал. И он прекрасный нейрохирург. Как? Попадают ли с ковида и как они переносят? Это аутоиммунное заболевание, которое поражает все органы и системы. Хамида Таня, педиатр из «Утренней звезды». Bye-bye, Sobley Clara, Barabumi Squatito. Всем привет! В студии вновь мы с женским подкастом. И сегодня у нас в гостях Таня Хамида. Она врач-педиатр. Работает в Центре охраны материнства и детства. Ну, проще говоря, в Абхазии это учреждение знакомо как детская городская больница города Сочи. Хамида, добро пожаловать. Добрый вечер, девочки. Добрый, Хамида. У Хамиды сейчас отпуск. Вообще она живет в Сочи. И какое-то время находишься здесь, в Абхазии, у родителей, правильно? Да, конечно. Отпуск у меня длинный, целый месяц, поэтому у меня есть время отдохнуть. И вот нашлось время прийти к вам. Как отдыхаешь? Отдыхаю. Удается отдохнуть? Стараюсь. Да, конечно, нелегко отдыхать, но надо отдыхать, надо суметь отключить телефон иной раз и просто побыть дома с мамой, с папой, с детьми. В общем, Хамида, родители сейчас здесь живут, да? Да, родители живут здесь, в Сухуми, ну, уже, наверное, лет 10, как живут здесь. А родилась и выросла ты в Сочи, как я понимаю? Да, родилась, закончила садик, школу и университет в Ростове, но вся жизнь проходит в Сочи и до сих пор, поэтому Сочи любимый город. То есть ты вышла замуж в Сочи, осталась, а родители переехали сюда, еще до замужества? Да, еще до замужества мои родители переехали сюда, поближе к своим корням, что ли, к родственникам, к близким. Здесь им комфортнее, поэтому вот они здесь, ну, моя жизнь продолжается в Сочи. Ну вот ты родилась в Сочи. Получается, там в сад ходила, в школу. Вообще общество совершенно другое, не абхазское. Понятно, что в абхазской семье, ну, чаще всего практикуется так, что пытаются воспитать абхазские, ну, в абхазских традициях. Находясь в том обществе, да, в котором у тебя были друзья, знакомые, куча дел, там, развитие, скажем так, творческое и так далее, не было ли у тебя каких-то противоречий того, что происходит дома, как тебе преподносят, да, как нужно себя повести, например, и то, что происходит в обществе? Ну, ты же ребенком росла, там школьники, у них только вот все формируется. Как у тебя это вообще было такое? Нет, такого не было, потому что давайте не будем забывать, что Сочи это вот рядом с Абхазией, это все-таки другой менталитет, это не какая-то глубинка России, не Сибирь, не центральная Россия. В Сочи молодежь, можно сказать, что-то от Абхазии свое имеет. В общем, я общалась с теми людьми, которые меня понимали. У меня и друзья, и подружки, и много беженцев из Абхазии было на тот момент, которые переехали вот во время войны, и армяне, и грузины, и я со всеми общалась. Надо уточнить, да, что город Сочи, он интернациональный. Да. И в моем классе было, не знаю, вот, чтобы вы понимали, 10 русских и 14 нерусских. Вот. Но все те же русские, они воспитывались в Сочи, в такой атмосфере. То есть Сочи это вот такой город, в котором удобно и комфортно любой национальности, я бы сказала, и абхазцам, и армянам, грузинам, русским. В общем, мы жили хорошо. И с этим каких-то проблем у меня не было. Мы понимали друг друга, мы знали, что можно, что нельзя, и что от кого ожидать. Поэтому как меня воспитывали в семье, так и в каких-то других
можно сказать, и в школе. У меня, ну, проблем с этим никогда не возникало. Да. Нет. А как можно сказать, какое влияние на тебя оказало то общество, в котором ты росла? Ну, ты часто приезжала в Абхазию, правильно? Да. Естественно, это и близко, и какие-то мероприятия и так далее, родственники. Но можно ли сказать, что именно то общество, в котором ты росла, оно оказало на тебя существенное влияние, может быть, на твоем характере, мировоззрении, что-то вот, то, что отличает тебя, по твоему мнению, от тех, которые вот именно выросли здесь, в Абхазии? Ну, мне кажется, это самостоятельность, коммуникабельность. Здесь, мне кажется, детей воспитывают более иначе. То есть я после школы, я ходила в музыкальную школу, ходила по репетиторствам, я уходила утром, возвращалась вечером. И я знаю, что здесь все-таки за детьми, ну, здесь совсем по-другому. Здесь ты всегда на виду у всех, все знают, где ты, как ты, а у меня была своя жизнь. Единственное, я знала, что есть какие-то рамки дозволенности, что вот тут надо себя так повести, а здесь иначе, и поэтому вот какая-то самостоятельность, она всегда была самостоятельностью. Хамида, вот ты сказала, что это отличительная черта, что тебя воспитывали самостоятельно. Ты был такой самостоятельный ребенок, который с утра выходил со школы, потом шла на музыку и так далее, на занятия, и вечером приходила домой. А своих детей ты сможешь также воспитывать, вот, чтобы они были самостоятельны? Ну, я очень стараюсь сделать так, чтобы мои дети могли сами добиться всего в жизни. Смогли сами, во-первых, выбрать самостоятельно свой путь, выбрать то, что им будет интересно в этой жизни, чем они хотят заниматься. Никогда не хочу прививать своим детям любовь к медицине. Нет, вот им нравится, и пусть они сами выбирают, что они хотят. Да, мои дети, ну, я, по крайней мере, делаю все для того, чтобы они знали, чего они хотят в жизни, шли к своей цели и были самостоятельны. Пока они, конечно, маленькие. Вот, но я думаю, что в будущем, что, ну, я не буду как-то противоречить их желаниям, вот как им захочется, ну, дай бог, пусть у них это будет. Только будем направлять, и все. Вот абхазская семья сегодня в Сочи. Как это? Вот, тебе удается воспитывать в детях что-то абхазское? Или же, например, есть... Может быть, моменты, которых ты опасаешься в будущем, вот воспитывая абхазских девочек в России? Конечно, переживаешь за девочек. Ну, это девочка, это все-таки не мальчик, который не может за себя постоять. Это совсем по-другому. Но мы стараемся, мы как можем чаще разговариваем на абхазском языке. Мы едим абхазскую кухню, я готовлю и мамалыку, и, в общем, все, что в моих силах, я стараюсь своим детям показать. Они знают, что они абхазские, что родина у них Абхазия, это они все прекрасно знают. Они любят город Сухум и любят сюда приезжать. Ну, все, что в наших силах, наверное, мы с супругом делаем, чтобы наши дети понимали, что они отличаются от других деток, что даже в садике у меня Маруся, она знает, что она абхазка. И иной раз, когда мы с ней не всегда говорим на абхазском языке, она спрашивает: мама, почему вот я не могу говорить на абхазском? Она понимает, но говорить мы пока не можем. Но Хамида, ты сама говоришь? Я говорю на абхазском. Мне, конечно, проще свои мысли выразить на русском языке, но я могу говорить на абхазском, а супруг мой в совершенстве говорит на абхазском, поэтому вот мы стараемся как все возможности есть, получается. Да, возможности знать язык. Ну, насколько у нас это принципиально важно для тебя? Это важно. Будут знать. Это важно, потому что все-таки это наше будущее, наши дети. Если наши дети не будут знать наш родной язык, мы как бы... И так у нас с этим проблема в Абхазии. И хочется, чтобы все-таки они вот где-то в обществе, и если вы спросите, вы знаете, ну вот вы абхазцы, а вы знаете свой язык? Они скажут: да, вот мы знаем. И можем спокойно с родителями, с детьми, мы можем спокойно говорить. Это, конечно, очень важно. Хочется, чтобы дети знали.
Хамида, вот ты говоришь про семью, про детей, про то, как вот важно, чтобы они знали абхазский язык. А ты видишь себя, свою семью в будущем в Абхазии? Вы планируете переезжать? Есть такие планы? Нет, я думаю, что нет, мы будем жить там. Ну, может, конечно, всякое случится. Может, когда мои дети поступят в университет, и уже я не буду переживать за образование, мне хочется, чтобы мои дети получили образование там, в России. То есть это основная причина, основная по которой ты не причина, хочешь? да. Так бы я, наверное, Возможности. да, вот мне бы хотелось, чтобы дети учились там. Мгм. И вот это единственная причина. А так мне здесь очень нравится. Здесь такая спокойная, размеренная жизнь, умиротворенная. Ну, очень такой, знаете, своеобразный ритм жизни здесь. Я не могу сказать, что в Сочи мы живем как в Москве, что у нас все так, но здесь намного спокойнее. Нет, здесь хорошо. Я люблю Абхазию, но жить здесь, пока я не представляю возможности жить здесь. С детьми, с Но супругом. во всяком случае, несмотря на то, что ты здесь постоянно не жила, мы знаем тот факт, что ты активно, по крайней мере, по мере возможности, насколько я понимаю, ты пытаешься помочь нашим гражданам, которые вот встречаются тебе по линии профессии, скажем так, по работе. Это для тебя, как сказать, ну, давай задам вопрос по-другому. Ты можешь себя назвать патриотом? Вот, патриотом своей родины? Да, я люблю свою родину. Я стараюсь, если это в моих силах, я всегда стараюсь помочь, даже если я понимаю, что я не могу помочь сама. Ну, там, может, это ребенок болеет не совсем, не такой диагноз, который, допустим, я могу полечить ребенка. Я стараюсь помочь найти подходящего, необходимого доктора, то есть ну, всеми способами, которыми я могу, я стараюсь помочь ребенку. Если я не могу сама, то я найду того, кто действительно сможет помочь ребенку. Хамида, как часто наши обращаются к тебе? Часто обращаются, очень часто. Это вот, хочу уточнить, это вот лично к тебе обращаются или вообще в принципе, наверное, правильнее будет задать вопрос, как часто попадают наши дети вот в больницу, в которой ты работаешь? Я могу сказать, что каждый день, наверное, к нам поступают дети с Абхазии. Это Очень в тяжелом состоянии? Нет, не в тяжелом, это обычно плановые хирургические, ну, больные с хирургической патологией, я бы так сказала, которые приезжают на плановые операции очень часто. Ну, то есть в каждый плановый день, это у нас понедельник, четверг, у нас всегда есть дети с Абхазии. Я этих детей не принимаю, я не хирург, я педиатр, но я всегда смотрю список деток, которые должны сегодня вот планово поступать, и всегда хоть одна, но абхазская фамилия там будет. И это касается не только там общей хирургии, это может быть лор заболевания, удаление аденоидов. Хамида, скажи, пожалуйста, непосредственно к тебе поступают дети с осложнениями с Абхазии, и что чаще встречаются, какие диагнозы? К нам поступают детки с Абхазии, иногда даже не то, что на госпитализацию, а просто приезжают дети, которые, ну, родители с детьми, которые, допустим, лечились, но лучше не становилось, и приезжают на осмотр. Они просят по телефону, кто-то, родственники, друзья, в общем, да, приезжают такие дети. Обычно это какая-то инфекционная патология, это может быть осложнение после перенесенной вирусной, бактериальной инфекции. Вот. Но, то есть, получается, ты долечиваешь? Да, бывает такое, да. Но, да, Хамида, бывает. мы часто тут слышим о ситуациях, я не знаю, экстраординарных, наверное, когда вывозят детей в срочном порядке. Это бывают детки, которые вот только родились, им там неделя или две от роду, или просто дети, ну, любого возраста, да, до совершеннолетия, что вот у нас местные врачи, ну, не заметили, там чего-то не увидели, не долечили, неправильно лечили. Вообще, ну, конечно, так сразу оценивать ситуацию тяжело, но я основываюсь на том, что в обществе чаще всего говорят.
Насколько это часто происходит, да? Какое впечатление у твоих коллег, исходя из этой ситуации? Ну, то, что говорят люди между собой, и то, что есть в реальности, это вообще совершенно разные вещи. То, что вот мама с папой, ну, то, что обсуждается просто вот среди друзей, родственников, не всегда является достоверной информацией, что есть на самом деле. То есть мы можем... Ну, дети поступают к нам чаще всего, это недоношенные дети с врожденными внутриутробными инфекциями, дети маловесные, дети с гипоксически-ишемическим поражением головного мозга, с внутрижелудочковыми кровотечениями. Но в основном это недоношенные детки, которые родились не в срок. И я не могу сказать, по какой причине здесь мы не можем им помочь, и они приезжают к нам в Сочи. Может быть, здесь не хватает диагностики, может, каких-то специалистов не хватает, детской реанимации нет. Я в этих вопросах я не компетентна, я не могу утверждать, что здесь не так, но такие дети поступают очень часто. Насколько я знаю, они уезжают иногда в Грузию, иногда они приезжают к нам в Сочи. Я работаю сейчас в приемном отделении, и непосредственно я контактирую с ними, я их иной раз оформляю, мы их переводим в реанимацию, они там выхаживают этих деток. Что касается моих коллег, ну, мы считаем так, что на этапе Абхазии, что все, что возможно, все, что они могут делать, они делают. Но не всегда этого хватает. Есть ли какие-то договоренности на уровне правительства, что говорит нам о том, что вот лечение этих детей оплачивается государством? По поводу договоренностей я не могу вам сказать, но я знаю, что проблем с этим нет. То есть родители ребенка обращаются в министерство здесь у нас, в Абхазии, им дают гарантийное письмо, по которое они привозят нам в больницу, и республика оплачивает все расходы за ребеночка. У нас в Сочи с этим проблем нет. В других городах, может, не принимают наших детей, я не могу сказать. Но в Сочи по гарантийному письму обычно, вот, допустим, даже тот же реанимационный ребенок, который поступил в реанимацию экстренно, они могут приехать потом в Абхазию, взять гарантийное письмо, и Абхазия оплачивает лечение таких больных. Потому что лечение в отделении реанимации очень дорогое. Если у ребенка нет полиса, то это очень большие суммы, которые родителям, я думаю, было бы сложно осилить. А вы поддерживаете связь непосредственно между врачами нашей республиканской больницы детской? Не могу сказать за наше руководство, но я конкретно поддерживаю связь с заведующей отделения педиатрии. Иногда по каким-то кардиологическим вопросам мы с ней консультируемся. И я всегда рада помочь, если я чем-то могу помочь, с каким-то ребенком, или они просят, что приедет ребеночек, я стараюсь помочь им. Хамида, в 2013 году ты хотела устроиться у нас здесь в Абхазии, и что пошло не так? Почему ты не осталась у нас здесь в Абхазии? Я, наверное, ждала распростертых объятий. О, какое откровенное девочка, ты вот закончила университет. Да, давай к нам работать. Да, ты вот из Сочи, закончила в Ростове и приехала к нам в Абхазию. Ты абхазка, какая ты молодец. Я ждала, наверное, так как-то. Я еще закончила детскую кардиологию на тот момент, и вот было желание здесь работать. Вот. Ну, как-то что-то пошло не так. Мне сказали, что, вы знаете, у нас есть детский кардиолог в поликлинике. Как-то мне дали понять, что особо во мне нет необходимости. И какое-то чувство обиды, наверное, сыграло. Я думаю, ну, раз вот особо нет необходимости, тогда, значит, не судьба, да? И тогда я уже где работала, там и осталась на своем месте. И больше я ты тогда не восприняла как предательство вот со стороны моей родины, а ты так вот с душой пошла и была готова, работать? Мне было обидно, да, мне было это обидно. Я очень хотела, у меня было желание, мне хотелось здесь как-то освоиться,
но не получилось, что-то пошло не так. И тем не менее, Да. спустя время, уже когда ты вышла замуж, здесь ты находилась здесь в декрете и принимала пациентов, которые не давали тебе покоя, правильно я понимаю? Ты принимала их в лабквесте. Да. Это было вот что для тебя? Это вот я вот здесь в Абхазии, я и так свободна, или вот я нужна нашим абхазским пациентам, поэтому я поработаю. И то, и другое, И другое, Мгм. да, скорее всего, и то, и другое. Мне очень хотелось выйти на работу. Я уже была в декрете почти 1,5 года. Мне хотелось работать, мне хотелось кому-то помогать, быть кому-то нужной. И вот был такой момент, такая возможность, и я позвонила Амине Амичпа и попросила, сказала, вот я хочу работать. Она сказала, да, Хамида, приходи. И еще где-то ты работала. Да, помню. я помню еще объявление. работала в Илифе у Ирены Чепи. Там я работала еще до замужества. Я приезжала в пятницу, субботу. В пятницу после работы я приезжала и либо вечером прием вела, либо в субботу в течение дня. Я выходила, у меня были здесь свои пациенты, которые приезжали ко мне именно на выходные дни. И вот, это очень хороший опыт. Не все могут приехать в Сочи. Просто даже вот ребенок родился, на плановый осмотр. Было удобно мамочкам прийти к нам в Илифию, допустим, и на осмотр. Да. Смело можно сказать, что Хамида знает общество и в России, и в Абхазии, имею в виду категории именно относящих к пациентам. А какие они абхазские пациенты? Абхазская Может быть, он мамочка. импульсивный, может быть. Надо подчеркнуть, что именно, что из себя представляет абхазская мама. мамочка. Мне это еще да. интересно, что из себя маленькие. представляет... ну да, верно. Что из себя представляет отец пациента, это тоже мне интересно, потому что мамы-то, они понятно, какие нам, по крайней мере. А что вот папы пациентов, они какие? Папы пациентов всегда стоят в стороне и ждут, пока мамы пациентов зайдут в кабинет и все расскажут. Мамочки пациентов очень переживательные, абхазские мамы, они переживают по любому поводу, нужному, ненужному, по каждому прыщичку, по повышению температуры 37. Поэтому я бы сказала так, это самые переживательные мамы, это вот наши абхазские мамы, они такие. А это разве плохо? Но если внимательные. Ну какая-то гиперопека над детьми, я бы сказала. Иной раз надо отпустить ситуацию, не измерять температуру 24 раза в сутки, да, каждый час. Вот, ну, тебе сказали, что повышение температуры тела до 37 это норма. Вот 37, 37,1, вот у нас температура, что нам делать? Ну, такое есть. Да. Хамида, вот мы сейчас говорим о матерях. Ты же сама мать-педиатр. И мне интересно, получается матери, которая знает, возможно, сейчас, что именно с ребенком происходит, да, какой вирус он поймал и так далее. Тебе удается сохранять спокойствие и четко выполнять те же рекомендации, которые ты обычно там раздаешь матерям? С первым ребенком мне это не удавалось. Я была такой же переживательной абхазской мамочкой. Но когда родился второй ребенок, я стала ко всему относиться проще. Я могу придерживаться того, что я мама и я врач-педиатр. Я очень редко лечу своих детей различными препаратами. Ну, давай так, есть разница между тем, какой я педиатр и какая я мама. Получается, ты разделяешь: я педиатр на работе, дома я мама. То есть полностью быть педиатром с детьми у тебя не получается. Наверное, все-таки срабатывают материнские инстинкты. Да. Хладнокровие не получается. Нет, хладнокровие не получается. Нет. Я прежде всего я мама. Своих детей я лечу сама. Но иной раз, когда мне кажется, что педиатр во мне уснул, я иду к своим коллегам и прошу лишний раз послушать, потому что
переживаю, потому что я мама, и мне кажется, что я что-то не так слышу, что-то могу не углядеть, не просмотреть. Но это бывает очень редкий случай, когда уж как-то мы тяжело болеем длительно. А так часто обычно болеют дети? нет, у меня дети не часто болеют. Удивительно, да? Несмотря на то, что мы ходим в сад, мы болеем не часто. Нет, даже не то, что сад, но ты принимаешь каждый день детей, там у кого-то вирус, у кого-то что-то еще, и ты же можешь это принести домой. И я знаю просто педиатров, чьи дети часто болеют именно потому, что мама там в эпицентре этих всех вирусных инфекций и так далее. Что-то у Хамиды по-другому. Девочки, вот вы не поверите, я вообще забыла, когда я последний раз температурила. Я работаю вот сколько уже, Иммунитет 10 лет, да, у меня уже такой... Я реально не болею. Я максимум, что это, у меня болит горло, которое на второй день проходит. Я не болею, поэтому я с собой никакую заразу, никакие инфекции домой не приношу. Если мои дети заболели, то это только садик. Либо контакт с больным ребенком на улице, во дворе. Да, садик это, Гости. конечно, отдельная история, Да, садик, но там тоже формируется иммунитет, правильно? Вот Да. в этой среде. Да. И не избежать того, что вот ребенок пошел в сад и не заболел. То есть это невозможно этого избежать. Ну, этого и не надо избегать. Дети должны болеть. Да. Если мы детей будем воспитывать в стерильности, дети, которые не видели никаких инфекций, никакими вирусными, бактериальными инфекциями, они не болели, такие дети пойдут, в любом случае, они войдут в какой-то коллектив, и тогда это будет катастрофа. И дети будут болеть каждый месяц. Поэтому надо, чем раньше ребенка вы отдали в сад, тем лучше. Надо отдавать детей в сад. Ты как-то вот закаляешь иммунитеты? Я их не перегреваю, не переохлаждаю. Главное Всё. правило. Да, не перегревайте, не переохлаждайте. Хамида сказала, что 10 лет работает врачом, и мне интересно, за 10 лет были такие случаи, которые прям запали тебе в душу, которые были сложные для тебя, которые ты не можешь забыть? Сложные ситуации. Тебе приходилось сталкиваться с ними? Сложные ситуации бывают каждый день, но бывают дети, которые вот запоминаются, их случаи, которые запоминаются. Был такой ребенок, которому было 16 лет, у которого было заболевание сердца, не диагностированное, он жил и не знал об этом, пока его отец, которому было 42 года, внезапно не умирает. В общем, умер отец, посмертная экспертиза, судмедэкспертиза, которая показывает, что у него было такое заболевание сердца, кардиомиопатия, при котором это заболевание несовместимо с жизнью. То есть единственное лечение – это пересадка сердца. Ну, как вы понимаете, это в общем, почти нереально, невозможно. И в 16 лет, так как отец умирает от такого заболевания, передается по наследству, он приходит ко мне просто на обследование, мы делаем ему УЗИ сердца и понимаем, что у него такая же патология. То есть мы не можем знать, сколько ему даст Боженька, да? Вот. Сколько лет он проживет, мы не можем знать, но мы понимаем, что любой день для него может оказаться последним. И мне нужно было ему об этом сказать, родителям об этом сказать. Ну и мальчик сам, ему было 16 лет, он понимал уже все, и мне надо было сказать его маме, что у него есть такая патология, проблема. И вот мне было очень тяжело сказать маме, потому что я знала, что у нее вот погиб супруг, и вот у него ребенок, единственный мальчик, у которого такая же проблема. Вот это мне очень запомнилось, мне было тяжело сказать. Мы в любом случае, только каких детей мы направляем в Краснодар на дальнейшее дообследование, и поддерживающую терапию они какую-то получают определенную, но исход понятен. Да. Очень жаль, да. После таких ситуаций ты не чувствуешь опустошения или как это проявляется? Может быть, после, да, ты же отдаешь этому столько сил, чтобы собраться, сказать, это же не просто новость какая-то, это о том, что неизлечимая болезнь, это тяжело. Ну, со временем ты уже стараешься не пропускать все через себя. Как это возможно? Это трудно сделать, да.
ты должен все эти проблемы оставить на работе. То есть ты переживаешь за это все, каждый раз за это думаешь. Иной раз очень тяжело как-то не пропустить через себя. Но это приходит, наверное, с опытом. Со временем я уже стала более такой сильной, что стараюсь не пропускать через себя. Вот. Не приносишь домой эти эмоции. Да. Стараешься оставлять все на работе. Все оставляем на работе. Как и любая другая профессия, работа это работа, приходишь домой, у тебя уже это свои совсем бытовые не так. дела. Это Да, тяжело. это понятно, другое, это да. тяжело. Да. Иной раз я прихожу еще рассказываю своему супругу, который мне говорит: нет, я не хочу это слушать. Да. Хамида, ошибки наверняка они бывают, да? Да, врачебные ошибки нас, В кстати, практике, да. У тебя бывали такие ошибки? Ну, врачебная ошибка разная бывает. Мгм. Да. Врачебная ошибка, которая приводит к летальному исходу, это одно, а врачебная ошибка, которая расхождение диагноза, ну это совсем как бы не та Понятно, ошибка. что медицина, она на всех одна, но зато понятно, что и у врачей разные методы лечения. Кто-то считает, что 3-4 дня высокой температуры у ребенка это норма, а кто-то считает, что нужно подключать препараты на данном этапе, исходя там из анализов, ну там вот куча всего, понятно. Антибиотики. Но что делает врач для того, чтобы предостеречь себя, скажем так, да? Чтобы, может быть, советоваться с кем-то там постарше, который дольше работает, или, С более опытным. да, возможно так, что для тебя является гарантией того, что ты делаешь все правильно. Ну, я никогда не стесняюсь спросить совета у какого-то более опытного коллеги. Если я чего-то не знаю, я не могу знать все. Я никогда не стесняюсь спросить, посоветоваться. Поэтому, если я вижу, что не в моей компетенции помочь ребенку, я не могу. У меня, допустим, это ребенок нуждается в другом специалисте. Я всегда найду, помогу, свяжу их с другим специалистом. А гарантией того, что вот лечение правильное, является самочувствие ребенка. Если я вижу, что ребенку становится лучше, то, в принципе, лечение помогает. Ну, а если что-то мне не нравится, тогда мы обследуем ребенка, и в итоге мы находим истину в любом случае. А как часто получается повышать квалификацию? Ведь врачи, они постоянно учатся. Вот сейчас у тебя декрет, получается? Каждые 5 лет мы должны повышать квалификацию. Если у тебя одна специализация, то это вот по ней. Ну вот, допустим, у меня несколько специализаций, и каждые 5 лет по каждой специализации я должна выехать в другой город. Ну вот, за то время, пока я замужем, это было один раз. Вот, мне приходилось ездить в Краснодар и повышать специализацию, да. Но ты не пропустила. Нет, нельзя пропускать. Если ты пропускаешь, то ты не можешь работать по этой специальности. Какие правила? Да. Мне кажется, это очень хорошо Вот прошло влияет на 5 уровень лет, медицины, да? и у тебя закончился сертификат. Ты не можешь больше работать. Я думаю, в Абхазии это так. Хамида, мы спросили про сложные случаи, а про самый юморной случай, может, ты нам расскажешь? Юморных случаев, наверное, много было. Вот один из последних, пришла мама, которая мне рассказывает, что в течение полугода у ребенка появляются коричневые пятна на теле. Она начиталась в интернете, что эти пятна, кофейные пятна, которые могут указывать нам, это такой симптом, характерный для системного заболевания, серьезного заболевания. И она вот пришла, говорит, вот у моего ребенка кофейные пятна, в основном это были предплечья и бедра. Ну, я смотрю на эти пятна, и я понимаю, что это просто грязь. Это как? Ну, мама такая вся фифочка, чистюля. Так думаю, неужели это грязь? И я ей говорю, а вы пользуетесь мочалкой? Нет, она не любит мочалки, но с гигиеной у нас все в порядке.
Я говорю, а давайте мы сейчас что-то сделаем. Я говорю, не против? Нет, не против. Я говорю, ну хорошо, у меня на столе на приеме лежат салфетки, спиртовые салфетки. Ну, я достала одну салфетку, говорю, дай сюда руку. И потерла ей руку, и оно оттерлось. Это может быть вещь какая-то, например, которая просто, например, синяя рубашка, которая Нет, ставит... это пятно именно коричневое, грязевое. Вот знаете, бывает на шее вот такие Это вот удивительно. у детей, я видела, ну, детей, которые вот мамочки плохо ухаживают за детьми. И Она я и так таких удивилась, да, потому что это был не такой ребенок неухоженный, она была прекрасно одета, мама очень хорошо выглядела, хорошая мама, ну так вот со стороны. Однако вот с гигиеной не все в порядке. И мы оттерли все пятна спиртовыми салфетками, вылечили. Главное, не успели ничего прописать, да? Да, да, да. Я уже, когда она мне по телефону позвонила и сказала, вот вы знаете, мы придем, вот у нас какие-то кофейные пятна, я уже так думаю, надо их отправить в кожвендиспансер. Я уже договорилась с дерматологом, говорю, знаете, вот так, мне позвонила мамочка, она говорит, хорошо, Хамида, присылай. И тут она приходит, и я понимаю, и я позвонила дерматологу и рассказала. Она говорит, ты знаешь, говорит, у меня тоже был ребенок, у которого были вот такие коричневые пятна. Но это очень хороший показатель того, что многие мамы в настоящее время очень любят сами поставить диагноз, правильно? Да. Многие так делают. Да, или лечат самостоятельно, вбивают в интернете, Да. как вылечить ОРВИ, и вперед. Ну это вообще проблема, хочу сказать, что это проблема с учетом того, что в Инстаграме, там в интернете много, я не знаю, может быть, как их назвать вообще, псевдодокторами можно назвать, правильно? Которые вещают о чем-то, но многие ведь не понимают, что у каждого уникальный свой случай, нужно идти к своему врачу. Для вас, врачей, это проблема? Да, вот это, эта ситуация? Конечно, влияет это на большая работу. проблема. Все стали очень умными. Они приходят, они уже знают, что с ними, они знают свой диагноз, они знают, как это вылечить. И такое ощущение, что они приходят просто проверить тебя. Знаешь ли ты, что написано в интернете? Это очень большая проблема. Слишком много информации в соцсетях, и это мешает. Это очень мешает нам, потому что хочется... Во-первых, они знают, ты им назначаешь препарат, они читают в интернете и читают аннотации, и потом они начинают тебе говорить, что там нам по возрасту не подходит, нам в клинических рекомендациях мы не нашли. В общем, они знают все. Иной раз ты думаешь, очень надо подумать, стоит ли назначать такое лечение, потому что мамы, они... Не знаю. А как ты с такими мамами? Вот у них возник вопрос, или они говорят, мы вот это давать ребенку не будем. Бывают такие категоричные? Ну, каждой маме надо найти свой подход. Да. Такая мама, которая придет, тебе будет, вот это мы не будем давать, ты должен найти тот препарат, который вот ее удовлетворит, и он будет помогать ребенку. А с другой стороны, не хочешь, это твои проблемы, если так посмотреть. Да, и не хочешь, это твои проблемы, но это же ребенок. И мама это одно, а ты же лечишь ребенка, ты же не маму лечишь. Хамида, получается, что ты маму тоже лечишь в какой-то степени. Здесь идет двойная работа. Ты лечишь ребенка, и при этом такой психологический момент, ты разговариваешь, ну ты поправь, если не так, тебе нужно наладить такой контакт с матерью, чтобы она выполнила твои рекомендации. Да. Так получается? Да, получается так. И иногда надо просто внимательно выслушать маму, понять ее, доброжелательно поговорить с ней. Просто поговорить с ней. Не сказать ей, вот вам лечение, идите, пожалуйста, домой, принимайте эти препараты, и все у вас будет хорошо. А расположить маму к себе. Это важно. Это важно, да. Она должна тебе доверять. Если мама тебе поверит, доверится, тогда гарантированно все будет хорошо.
Сейчас много психологи транслируют, что состояние ребенка напрямую зависит от того, в каком психологическом состоянии мама. Там какие-то заболевания конкретных органов, они зависят от обстановки в семье, например. Вот где-то я читала, что ОРВИ, ОРЗ там бывает у тех, у кого там проблемы взаимоотношений с мужем. Это вообще, как к этому относится врач, который, практикующий врач? Это имеет место быть такое? Нет. Я ждала, что она так ответит. Вот смотрите. Во-первых, когда ко мне приходит мама, я не знаю, какая у нее обстановка в семье. Я не знаю, какие у них отношения, что у них там происходит. Она ко мне пришла с ребенком, который болеет. В момент сбора анамнеза я, конечно, расспрашиваю, но такие детали я никогда не уточняю. Я могу спросить, что вы делали, куда вы ходили, что вы ели, но не как вы относитесь к своему супругу и ругаетесь ли вы дома. Это я однозначно я не спрашиваю. Понятно. Можно, просто я не понимаю взаимосвязь. Вирус — это же инфекция. Да. И отношения с супругом, где это? Нет. Но это же транслируется правильно. Детей... Да, вот я о чем хочу сказать. Это говорят, что психологическое состояние психологическое состояние ребенка, вирус на состояние ребенка. Когда ребенок новорожденный, да, и он все чувствует, все, что происходит с его мамой, да, вы он понимаете, да, он становится беспокойным. До полугода, так это вообще, да, вы знаете, что это, да, но когда уже дети больше года, 2-3 уже и старше, я думаю, что это зависит только от иммунитета данного конкретного ребенка и от того, где он был, с кем он общался и чем он заболел. Да. Хамида, у тебя получается сразу наладить контакт? Я спрашиваю, потому что мне интересно, мы немало видели педиатров, я видела вместе с моими детьми, и зайдем к одному доктору, и ребенок с первой секунды улыбается и тянется к нему. С другим доктором она будет орать и первый прием, и второй, и третий. А вот в чем секрет того, чтобы наладить контакт с ребенком? Это все-таки характер доктора или есть какие-то отработанные методики, которые, скажем так, не каждый доктор использует? Нет никаких методик отработанных, тем более это исходит от тебя, твой характер. Какой ты человек в жизни, такой ты и на работе. Взрослый человек, он, может быть, поведется на какое-то актерское мастерство, а ребенок, он всегда понимает, кто ты есть. А как дети ведут себя с тобой? Это надо спросить, наверное, у тех, кто ко мне приходил. Проблем с детьми никогда не возникает. Нету такого, что они меня боятся или они мне не доверяют. Да. Дети, они кричат у тебя в кабинете? Маленькие, конечно же, кричат. А чуть постарше мы находим с ними общий язык. Они обычно меня любят. Поэтому с этим проблем нет никогда. Это сложная профессия вообще. Быть педиатром — это сложно. Да, вообще-то Арда тоже хотела быть, не педиатром, но врачом. Да, Арда. Это как хотела. У меня хорошо получалось осваивать такие предметы, как химия, физика. У меня были 5, и моя семья в надежде на меня смотрела, что я буду врачом, который будет потом их всех лечить. Они на перспективу смотрели. Но мой отец, уже я была в 11 классе, он посадил меня, он видел весь ажиотаж вокруг меня и рассказал мне, что такое быть доктором. И он мне объяснил, что ты девушка, ты когда-нибудь выйдешь замуж, у тебя будут дети, и доктор не может в полной мере заниматься личной жизнью, семьей, потому что он в любую минуту, возможно, ему придется спасать жизнь другого человека. И ты знаешь, я задумалась, я прислушалась к тому, что мне сказал отец, и оставила эту идею идти на медицинский. Но там еще такая ситуация, папа не хотел меня отправлять в Москву. Далеко. Да, не хотел далеко от себя отправлять. И как ты выбрала эту профессию? Я сразу поступила на педиатрический факультет. Как так сложилось? Может быть, у тебя в семье был какой-то случай или что-то еще, что ты выбрала именно педиатрию из всех возможных направлений? Да, что повлияло на выбор?
Во-первых, на выбор профессии повлияла мама, которая, вот как ты говоришь, все видели в твоей семье, что вот будет доктор, который нас всех будет лечить. Вот. А у нее была мечта, что вот у нее была девочка, которая будет в итоге доктором. Ну, про педиатрию тогда речь вообще не шла. Поэтому мама повлияла на мой выбор. И я, наверное, с класса 9 уже знала, что я хочу поступать в медицинский, я готовилась. Вот. Я не могу сказать, что я с детства хотела быть доктором. Такого не было. Я была артистка, мне было весело, интересно, пела, выступала. Артистка. Да. Мы подошли к этому моменту. Поэтому медицина – это вот желание мамы. А потом со временем как-то я свыклась с этой мыслью, что да, я буду поступать в медицинский. Я ходила к репетиторам, занималась на дополнительные занятия. И уже когда я поступила в университет, там был факультет, лечебный факультет и педиатрический. Но это не означает, что ты закончил педиатрический факультет, и ты потом обязательно должен быть педиатром. Ты можешь выбрать любую другую профессию, но по ходу учебы уже, по ходу этих 6 лет я поняла, что приятнее всего и мне самой работать с детьми. Дети, они более благодарны в лечении. Вот, да. Именно педиатрия, потому что я люблю детей. Ну, И мне хотелось работать с детьми приятнее работать. Значит, все-таки ты желание родственников не выполнила. Всех еще лечить в роду ты не можешь. никого нету, правильно? Ну, Никого несмотря на то, врачей. что я педиатр, я лечу всех. И мужчин, и женщин, и взрослых, и бабушек, и дедушек. То есть всю свою родню лечу я. А Сида, она, оказывается, у нас певица. И Да. подошел тот момент, когда мы должны объявить о том, что Хамида Таня педиатр из «Утренней звезды». Расскажи нам эту часть своей жизни. Ты пела с самого детства, получается. Да, я с детства любила петь. И когда была маленькая, мы приезжали к бабушке в деревню, становились, у нас была такая лестница, становились на крыльцо, брали микрофоны, и микрофоны это были самодельные, из подручных материалов, что у нас было, и устраивали концерты, и даже звали всех соседей в деревню и брали какую-то символическую плату даже за посещение нашего мероприятия. Вот. Но потом эти концерты переместились на сочинские сцены. Да. И как случилось так, что ты попала на «Утреннюю звезду»? Потом я закончила музыкальную школу, я училась в музыкальной школе, и наша «Утренняя звезда» приехала в Сочи. Игорь Николаев устраивал, вот «Утренняя звезда» проходила на базе нашего зимнего театра. И я училась в музыкальной школе, и висело объявление, что вот набор на «Утреннюю звезду», все желающие, приходите. В общем, мы прошли кастинг, и я выступала на «Утренней звезде». Абхазская звездочка. Да. Ощущения какие оставила это? Ой, это большой мероприятие. опыт в жизни. Вообще вся вот эта жизнь, вся такая сценическая, да, я так бы сказала, жизнь, это большой опыт. Это та же самостоятельность, тоже вот ощущение того, что вот на тебя смотрит столько людей, ты в центре внимания, и ты вот понимаешь, что ты вот этот страх, перебороть этот страх, выйти на сцену, это вообще нелегко. Если так подумать, это совсем нелегко, но это большой опыт в жизни. Ты учишься себя держать. Да, себя держать правильно, красиво, себя преподнести. Еще и спеть хорошо. И еще и хорошо спеть, чтобы голос не дрожал, микрофон не дрожал. До какого возраста ты пела? Пока я училась в университете, также я пела за университет на различных фестивалях, конкурсах, мы представляли наш университет. Я могу сказать, что даже когда я пришла на работу, на различных праздниках, меня всегда просили что-то петь. Да. Вот только, наверное, после того, как я вышла замуж, я ушла в декрет, и сейчас уже как-то я повзрослела, я перестала. Хамида, вот столько лет ты посвятила сцене. Осталась какая-то мечта, которая не реализована,
но хотелось бы ее реализовать? Вот в будущем есть такое? Да, конечно, есть мечта записать свою песню, Какая прелесть. чтобы вот записать свою песню в студии профессионально, как вот это делают артисты настоящие. И чтобы, ну, пусть это все не будут слушать, у меня нету такого желания стать известной, ну, хотя бы мои близкие, родные могли бы послушать песню в моем исполнении, но это не повтор чьей-то песни, а просто, чтобы это была моя авторская песня. Конечно, это бы очень хотелось, но пока это трудно сделать с детьми, с работой, все Я очень буду тяжело. ждать эту песню. Да, Я уверена, что у тебя реализуется эта мечта. Ну, получается, что ты в университете пела, но я знаю еще о том, что ты там ставила с однокурсницами или вот, ну, девочками, которые там учились, абхазские танцы, представляли Абхазию, получается так или, ну, то есть... Ты учила абхазские танцы? Да, популяризовала Абхазию, правильно? У нас был такой фестиваль, что мы, каждый представлял свою национальность. Ну и, соответственно, я представляла День народного Абхазию. единства? Я пела на абхазском, и танец это было другое. Танец это мы объединялись все студенты кавказских национальностей, и у нас был сборный танец всего Кавказа. То есть мы каждую по чуть-чуть. И мы танцевали, и мы даже на выпускном танцевали, мы танцевали на фестивалях межвузовских, то есть которые со всех вузов студенты, которые активисты, которые вот занимались такой деятельностью, мы вот там представляли наш танец, в общем, танцевали в таких кавказских платьях, но это было не именно абхазский. Абхазский я пела на абхазском языке, в абхазском платье, мы здесь его находили. Да, а публика это как воспринимала? Хамида абхазка снова поет абхазскую песню? Или по-другому? Ой, публика меня любила. Вообще, все, что касалось Кавказа, не знаю, как вот в Ростове, к этому относились очень хорошо, они любили это. Все, если специально, знаете, как было, вот у нас был концерт, какой-то кавказский танец был в конце, чтобы люди досидели до конца, потому что все ждали его. В Ростове учились те, которые сейчас работают в наших медучреждениях. Ну, они там по лимиту туда попадали или кто как, ну, сейчас не будем уточнять, но 100% есть выпускники Ростовского университета, где училась ты. Да. И, по-моему, также есть и твои однокурсники, которые в данный момент работают. А вот если сказать честно, как они учились в студенчестве, потому что очевидно ведь, что ну, не бывает, чтобы все учились идеально. Хирурги могли окончить там или там заплатить за экзамен какой-то. Бывало такое на медицинском факультете? Да, такое возможно? заплатить можно на любом факультете, в любом университете. Ну, понятно. За девочек, которые со мной учились, все девочки всегда учатся хорошо. Не знаю, как в других вузах наши девочки учились все хорошо. Ну, а мальчики, наверное, как и везде. Было такое? Было, конечно, такое было, но это вот нету прямой вот связи между тем, как человек учился в университете и какой стал он специалистом. Он может в ординатуре себя мне кажется, это профессиональная такая поддержка. Ну как человек, который учится... А ты знаешь, я понимаю, к чему. Потому что они учатся, но потом на практике они сталкиваются с такими случаями, которые они никогда бы в книгах не прочли. Там понятно, что анализы читать они научатся, но вот... Бывает такое, что именно... Ну, для чего тогда хорошо учиться? Нет, учиться надо хорошо. Это все, мы не просто так учим эти все предметы, они все нам пригодятся в дальнейшей нашей практике, все это нужно. Да. Но я не раз сталкивалась с теми, кто учился плохо, но как специалист он неплохой. Может быть, за время ординатуры, интернатуры, за время именно практики, они как-то нарабатывают свое. Может быть, в тот момент они понимают, что вот они это не учили, они берут книги и вот банально и учат.
Мне кажется, Может, так вся считают. разница в том, что вот, например, те, кто хорошо учатся, они потом просто работают и не ковыряются в книгах, а те, кто вот не доучил, возможно, потом они учатся всю жизнь. То есть это они постоянно... Это хорошо, но тогда давайте мы объективно посмотрим на ситуацию. Есть врач, который может сразу вылечить правильно, да, ребенка довести до излечения, это хороший результат. Есть врачи, которые не могут этого добиться. Ну, как понять? Ну, есть же, ну, я не говорю, это не плохой, хороший врач, а врач, который, ну, не совсем профессионален, да, и врач, который на уровень выше. Это же от чего-то зависит, это не только практика, правильно? Ну, такие врачи есть, поэтому мы ходим к лучшим. Да, но они же есть. Есть, но со мной такие не учились. Нет, я серьезно говорю. Я вот знаю тех, кто со мной учился. Я знаю всех девочек, которые со мной учились. Мальчиков их было там пару, может. Ну, было мало мальчиков. Именно мой курс, я так скажу. В основном это были девочки. Они все хорошо учились. Они все работают в Сухуми. В основном, по-моему, все в Сухуми. И я за них слышу только хороший отзыв. Есть врачи, которые плохо учились, есть, которые хорошо учились. Вот те, которые хорошо учились, вот они же я знают тебе больше. приведу пример. С нами училась девочка, она вундеркинд. Мы все на нее смотрели и думали, господи, откуда же она все знает? Она дома сидит и смотрит детей своих. Ну, она не врач. серьезно? Да. А есть мальчик, со мной учился, он физиологию с 4-го раза сдал. И он прекрасный нейрохирург. Как? Ну, за него так говорят, а я знаю, что он двоечник. Не ходил на половину занятий. Он стал нейрохирургом, не просто там это же узкая терапевтом. специализация. Раньше мне казалось, что если ты в университете учился плохо, не посещал или сдавал экзамены за деньги, то ты не будешь хорошим специалистом. Мы так, когда учились, мы так думали. Но потом на практике я столкнулась с тем, что наши однокурсники, которые, ну, не ходили, не учились, но они не были дураками. Вот это, наверное, важно. Они были умные ребята. Ну, просто вот им было не до учебы. Знаешь, этот вопрос надо задавать пациентам, которых неудачно лечат. Они точно... Да, я вот так хочу сказать. Я сколько раз я сталкивалась с тем, что так супер учились, такие умные студенты, отличники на красный диплом, а в итоге вот как врач не состоялись. Так тоже бывает. Надо учиться в любом случае, потому что учиться надо. Где-то на практике вылезет, да, и ты учиться, не сможешь вовремя помочь пациенту. Но, наверное, хорошо то, что в медицине есть узкие специализации, которые вот все-таки ты можешь догнать, да, то, что упустил, догнать, выучить и реально помогать людям. Очень важна практика. На практике все приходит с опытом. Хамида, если вот сейчас представить информацию в материальном виде, которой должен владеть, ну, скажем, да, педиатр, в каком объеме он? С чем-нибудь сравнить? Вот сколько всего должно вместиться в мозг врача? Вот вы знаете, у нас был один преподаватель, который говорил так: если ты хоть одну книгу по педиатрии от начала до конца прочитаешь и все запомнишь, то ты уже врач. Хоть одну книгу по педиатрии ты должен знать от начала до конца. Если ты это осилишь, я скажу так, у меня есть узкая специализация по детской кардиологии. Вот пусть это будет детская кардиология и педиатрия. Вот. Детская кардиология сейчас не занимаюсь, так как у меня нету времени, у меня маленькие дети, мне просто не получается физически. Там надо больше времени уделять. Иной раз приходится приезжать и по ночам, на вызовы. Ну, в данный момент у меня это не получается. А педиатрия это вот... Педиатрия это мое. А сильно влияет твой декрет на твою работу? Вот ты же отлучаешься от работы, потом тяжело восстанавливаться? Или все-таки знания, они остаются? Они, наверное, остаются. Восстанавливаться нет, мне было не тяжело. Я быстро влилась в работу. Мне хотелось. Я уже понимала, что уже пора.
уже пора выходить на работу, потому что проходило время, в медицине все идет вперед, а ты вот вроде уже 3 года и ничего нового ты не видишь. И мне надо было уже выходить на работу, я вышла на работу, и я стала общаться с коллегами, видеть новые клинические рекомендации, вот, по которым мы лечим деток. Вот, и, в общем, выходить уже надо было, потому что 3 года – это большой срок для врача. Пора. Полный декрет не получается посидеть. Я посидела полный декрет. Я просто с одного декрета ушла в другой. И дети вязли, видимо. Но при этом ты постоянно остаешься на связи. Да, я постоянно остаюсь на связи, потому что те, кто лечились у меня до декрета, также остались и в декрете. Конечно, они имеют, они стали писать, беспокоить меня реже, но они все равно мне пишут, а мне так приятно, что я кому-то все-таки нужна, хоть и в декрете. Вот сейчас ты сказала, что она на связи, ведь сейчас, особенно в пандемию, когда лишний раз ребенка не хочется водить там на прием к доктору в больницу, дистанционное лечение стало нормой. Как ты к этому относишься? Дистанционное лечение – это не норма. Мы лечим не анализы, мы лечим ребенка, которого надо посмотреть, пощупать, послушать. Не получается по результатам общего анализа крови, общего анализа мочи вылечить ребенка. Поэтому тебе не присылают фото там? Присылают фото. Я не обижаюсь. Я понимаю, что это твой ребенок. Это самое дорогое в жизни, что у тебя есть, это твой ребенок. И ты ко мне обращаешься не просто так, делать нечего. Ты ребенку твоему плохо тебе, и ты уже за помощью обращаешься. Поэтому я не обижаюсь, присылают, и присылают. Как супруг относится к таким звонкам, например, которые раздаются среди ночи, и дети наверняка спят, ты их будешь? Бывало такое? Он с пониманием относится? Он понимает, у него тоже есть дети, которые тоже болеют, и он знает, что это такое, когда тебе нужна помощь. И, я бы так сказала, что по ночам меня беспокоит уже реже. Люди понимают, что у меня семья, что у меня своя жизнь, маленькие дети, они могут спать. Очень редко, это какой-то совсем экстренный случай, который не ждет утра, может быть. А в основном они все пишут с утра до вечера. А бывает такое, что вот мы же все люди, что вот ты чувствуешь, что ты уже на исходе, вот ты устала уже. Вот что ты делаешь в такие моменты? Вот тебе нужно перезагрузиться, а у тебя работа, тебя ждут пациенты. И бывает такое, что вот ты через «не могу» идешь, и работа тоже вот с трудом идет. Бывает такое? Все зависит от твоего эмоционального состояния. Если у тебя есть настроение, то тебе легче работать. Если настроения нет, ты все равно работаешь, ты все равно этому уделяешь внимание, отдаешь всю себя. Вот. Это не зависит от того, есть настроение, нет у тебя настроения, ты все равно будешь этим заниматься, как и любая работа. Ты же не можешь сказать: ой, сегодня что-то не хочу пойти. Где ты черпаешь энергию, чтобы восстановиться? Это само приходит. Я не могу сказать, что что-то такое определенное я не делаю. Это все само приходит. Ты знаешь, это твой долг. И ты это делаешь. Это то же самое, что как вот мы относимся к работе своей. Да. У нас назначены съемки, мы должны по-любому туда попасть. Смотри, у нас другая сфера совершенно. Мы с тобой опоздаем, от этого ничья жизнь не зависит, а у нее там от ее даже того же эмоционального состояния, от того, вот насколько внимательнее она там прочла анализы или что-то еще, может зависеть жизнь ребенка. Это как образ жизни. Да, это как образ жизни. Это ты должен себя настроить, что здесь нету хорошее настроение, плохое настроение, хорошо тебе, плохо. Ты должен это сделать. И быть внимательнее, потому что от этого много зависит, да. Хамида, я знаю, что у тебя однокурсницы, с которыми ты училась и с которыми хорошо общалась, те, которые живут за пределами Абхазии, других национальностей имею в виду, они успешно работают в медучреждениях. Вот расскажи о тех людях, которых ты обрела благодаря учебе
вот именно в Ростовском университете, и как это отражается на твоей работе, да? Да, это, конечно, это очень помогает, я бы так сказала, когда ты можешь позвонить там, в другой город, в другую больницу, посоветоваться, когда есть... Ну вот у меня есть однокурсник, который работает в онкологии, вот, и таких детей мы на базе нашей больницы не лечим. Таким детям обычно надо выезжать. И уже идет выбор города. Я могу посоветовать, я могу направить, я могу сказать, что вот он хороший специалист, он мне поможет, даже если это будет не его специальность, он найдет доктора. В общем, это очень помогает, что есть связи, есть знакомства, есть друзья. Вот, можно сказать, по всей России нас так разбросала судьба, что даже мои близкие подруги все живут в разных городах, кто в Ростове, в Москве. В общем, это очень помогает в работе. Когда ты можешь посоветоваться с кем-то. Ты рассказывала, что бывали тяжелые ситуации, когда тяжело было говорить о диагнозе, и так и случаи наверняка, да, естественно, бывают летальные исходы, детская смертность, это наше общество, наша жизнь. И я хочу вот о чем спросить. Когда у ребенка, да, в тяжелом положении есть хотя бы 10% надежды на жизнь, врач их приоритетом ставит, да, или он все-таки видит, что, скорее всего, здесь такой исход? Как еще мне интересно, когда врачи, разговаривая с родителями, они их успокаивают, говорят, вот может быть чудо, нужно на него надеяться. Это все-таки такой метод успокоения родителей, или бывают все-таки в практике те чудеса, о которых каждый, вот попавший в такую тяжелую ситуацию, может мечтать? Бывают, да, бывают чудеса. Я бы сказала, что всегда надо надеяться на лучшее, всегда надо делать все возможное, если есть возможность куда-то выехать, если есть возможность найти какого-то определенного специалиста. То есть нельзя никогда опускать руки. Я знаю много примеров, когда говорили, все, этот ребенок даже ходить не будет, а этот ребенок идет в школу и учится со всеми детками. Поэтому нужно верить до последнего, нужно полностью отдать все возможное своему ребенку, дать ему шанс на жизнь. Это очень важно. Все возможное надо делать. Возможное, невозможное. Дети, они очень благодарны. Лечение всегда приносит больше пользы у детей, чем у взрослых. То есть дети идут на поправку всегда быстрее. Поэтому, если даже есть эти 10%, их всегда надо использовать. И сделать все возможное. Я смотрела интервью Познера с Ингеборгой Депкунайте. Оказывается, она является одним из соучредителей хосписа. Я вообще о нем впервые услышала и была, не шокирована, а мне было больно от того, что в нашем обществе, вообще в современном обществе, есть необходимость в таких учреждениях. Это вот те, то есть учреждения, в котором помогают, или, может быть, ты скажешь конкретнее, чем он занимается? Они помогают детям, тяжело больным детям, допустим, какие-то онкологические обычно детки, у которых сильнейшие боли, и им нужно каждый день обезболивание, а в домашних условиях эти препараты не выдаются, и эти дети должны находиться в учреждении. Хоспис таким детям как раз... такие детки часто попадают в хоспис, потому что там им создают все условия для жизни, для комфортного существования. В общем, хоспис, он нужен именно для таких детей. Тяжелая тема. Да. Да, но она есть, и поэтому...
Такие хосписы есть в Краснодарском крае? В Краснодарском крае, вот я точно не знаю, но у нас в Сочи такого нет. Такие детки обычно у нас в детской больнице оставшуюся жизнь проводят в реанимации, да, обычно так. Ну, это просто я не могла об этом не спросить, потому что можно сказать, что медицина предусмотрела даже вот тот этап, который кажется безнадежным, и люди не опускают руки. Да. Да. Этим детям, они, знаете, в хосписе, помимо того, что их там лечат, облегчают им жизнь, вот их развлекают, отвлекают, делают все возможное, чтобы этим детям было, ну, как-то их поднять им настроение и условия жизни как-то им улучшить. Да. Это хорошо. Ну вот мы с Ардой хотели, конечно же, поговорить про детский ковид, потому что этот вирус, который бушует вообще по всему миру, неизвестно себя, как он поведет в будущем, он же меняется. Вот, Хамида, что вот происходит в Краснодарском крае, если ты осведомлена? Бывают ли у вас детки там раннего возраста, ну, подростковые, понятно, может, помладше, попадают ли с ковида и как они переносят? Сейчас уже известны осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Это синдром мультисистемного воспаления, который проявляется на 3-4 неделе после перенесенной инфекции. То есть ребенок может перенести инфекцию в легкой форме, даже бессимптомной. Могут болеть только родители, но, допустим, положительный ПЦР-тест, родители болели, ребенок перенес бессимптомно на 3-4 неделе. После у нас появляется лихорадка, сыпь, появляется чаще это боли в животе, диарея, все признаки поражения сердечно-сосудистой системы, это могут быть перикардиты, миокардиты, поражение коронарной артерии. Вот. Этот синдром очень схож с синдромом Кавасаки. И такие дети были в Краснодарском крае, и бывает даже вплоть до летальных исходов. Поэтому всем родителям хочу это на заметку, что если вдруг после перенесенной инфекции коронавирусной вы замечаете, что у ребенка повышается температура до фебрильных цифр, это более 38,5 и выше, и появляется такая вот необычная сыпь, я бы сказала, это сыпь даже чем-то схожа с корью, с коревой сыпью. Вот, боли в животе, к нам привозили даже таких детей на исключение острой хирургической патологии, то есть аппендицита, потому что такие были боли в животе. И вот это вот осложнение, о котором нельзя забывать, что коронавирусная инфекция, она вот у детей может вызывать такие осложнения. Это, конечно, редкие случаи, но такое бывает. Количество можешь сказать? Ну вот за то время, пока я работала, было 10 случаев по Краснодарскому краю. Летальные исходы? Да. А какой возраст детей? А в основном это были подростки. Подростки – это дети всегда с какой-то сопутствующей патологией. Чаще это иммунодефицит. Да, это дети... Хамида, ты сейчас профессиональным сленгом проговорила, ну, то есть привычным для тебя, но если говорить проще, чтобы любая мама поняла, как там понятно, как это отражается на ребенке, но по факту что происходит? Появляется температура высокая и сыпь. То есть сыпь обязательно? Сыпь обязательно. Во всех этих случаях была сыпь. Хамида, вот на предварительной встрече ты говорила о том, что вот тот самый постковидный синдром, он потом ломает ген, если я сейчас правильно выразилась. Вот можешь простым языком объяснить, что это означает? Это аутоиммунное заболевание, которое поражает все органы и системы. То есть, если вот так вот обычным бытовым, да, если так сказать, то свой организм начинает вырабатывать антитела против своих же клеток. Даже Вот. страшно.
В общем, опасность для детей сейчас существует. Вот, Существует, да, конечно. Вот что я хотела сказать в конце, что нам надо беречь детей по возможности. Да, да. И доказательством тому вот случаи, о которых говорила Хамида. Да. Ну что, сейчас у нас рубрика, называется «Предмет». А в этой рубрике, в общем, мы попросили нашу гостью принести нам предмет, который в ее жизни означает или имеет, ну, в общем, какое-то особенное место занимает, связано какое-то событие. Хамида. Да. Угадайте, может, вы угадаете. Такой предмет есть у всех, у вас. И ну, давайте, сейчас я вам покажу свой предмет. Вот. Такой предмет у меня. И мы такие... Это самый важный предмет Я думала, что ты для принесешь каждой мамы. Нет, моя дорогая. В первую очередь мы мамы, потом мы уже журналисты, врачи и все остальное. Самый важный предмет в моей жизни, который мы будем хранить, наверное, всю свою жизнь, это вот бирка с роддома. Рождение деток. Да, у кого-то розовая, как у меня 2 розовые, мечтаю о голубой. А у кого-то есть и розовые, и голубые, кому-то повезло. Поэтому вот так, девочки. Я долго думала, что взять. Скорее всего, я недолго думала. Мне сразу пришла вот идея о бирочке, но я думаю, как-то, наверное, это не про медицину, наверное, нужно что-то другое, а потом я поняла, что нет. Вот, самое важное в нашей жизни это вот розовая бирка. Моя. Пиком сегодняшнего разговора стала вот эта милая вещь. Материнство самое важное. Да, ты Да. прям тронула мое сердце сегодня, Хамида, Хамида. расскажи о своих дочках. Ну, раз они наши гости, то... И я, как Ой. поняла, Хамида хочет сыночка. Для каждой мамы ее дети самые важные, самые красивые, умные, самые добрые, веселые. Ну и для меня тоже. Это самое важное в моей жизни, это мои девочки. У меня 2 дочки, Мария и София. Одной 3,5 годика, другой вот буквально на днях Адлиба. Вот. И мы уже ходим, Маруся уже ходит в садик уже год, а Софа вот уже в следующем году пойдет тоже в сад. И это самые важные люди в моей жизни. Поэтому самое важное в нашей жизни — наши дети. А самое важное для нас и для наших детей, чтобы они не болели. Будьте внимательны к своим детям, следите за ними. Мы, мамы, очень... у нас развита прекрасно, у всех мам развита интуиция, мы сразу понимаем, что с нашими детьми что-то не так. Самое важное — быть внимательным к детям. Все остальное уже... Доверьтесь врачам. Надо доверять, девочки, всегда надо доверять врачам. Если ты выбрал себе доктора, ты должен идти с ним от начала до конца и доверять ему. У нас в Абхазии много прекрасных врачей. Просто нет почему-то доверия к ним. Ну, это с чем чем-то это связано, обусловлено, да, конечно, я не это могу просто, сказать. да. Но врачи есть прекрасные и здесь, поэтому надо найти своего доктора, наверное. Есть врачи квалифицированные, хорошие, есть и не очень. Выбирайте правильных врачей. Я пользуюсь случаем, хочу передать большой привет и благодарность нашим педиатрам, которые ведут нас. И Ражиковна, спасибо за здоровых детей. Так, а у нас еще рубрика Блиц-опрос. Да. Поэтому, Хамида, мы попросим тебя подкинуть монету. Я орешка. Орел. Давай. Или подожди. Как ты думаешь, кто тебе будет задавать вопросы? Сейчас мы ее интуицию проверим. Асида. Ну, ну-ка, что там? Посмотрим. Орешек. Ну, давай. Кто способен понять почерк врача? Врач. Однозначно врач. Нравится ли тебе тот человек, которым ты стала? Да, мне нравится. В чем счастье? В любви. Чему тебя научил горький опыт в работе? Ответственности. Что тебя чаще всего расстраивает? Неблагодарность. Человек, которого больше всех ты ждешь на пороге? Мама. Каков твой главный страх?
Одиночество. Какова твоя главная мечта? Моя главная мечта, наверное, это чтобы мои близкие, родные были всегда здоровы. Хамида, продолжи. Bye-bye. Солашара, бай-бай, саблейквара, барабамисквацито. Bye-bye, Sulashara. Bye-bye, Sublейквара. Бабом бисквацито. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И я повторюсь еще раз, чем больше лайков и комментариев, тем чаще будут выходить наши видео. До свидания. До свидания.